Все попытки вытравить из абхазской культуры многие древние традиции, в том числе и ажирнеха, предпринимавшиеся в разные исторические периоды, оказались тщетными. 13 января в абхазских семьях, где из поколения в поколение бережно хранят родовые кузни и наковальни, ажира, совершается семейное моление. В день ажирнеха в доме у самого взрослого и уважаемого члена семьи собираются все родственники и проводится обряд жертвоприношения. Старец обращается к Богу и просит здравия всему народу Абхазии. Ажирнеха не просто жертвоприношение, а священный ритуал, отличающий абхазов от других народов мира. Я хочу вас поздравить с этим днем нового начала года. Это тоже от Рождества Христа. Вот 7 числа Христос, истинный Бог наш, рождается, через 7 дней начала года. И все это настолько перепутано по человеческим тем соображениям. Юлианский календарь, который является совершенным, и Григорианский календарь, который опережает события, которые еще не совершились и не случились. Значит, 31 декабря это не есть еще Новый год, а вот 13 на 14 вот как раз совпадает с Василием Великим. И дай Бог, чтобы мы научились радоваться, научиться жить в любви к друг другу, как это делал Василий Великий. Сегодня весь православный мир празднует День святителя Василия Великого. Священнослужитель почти ежедневно совершал богослужения. Он особенно заботился о строгом исполнении канонов. За это и был награжден благодатью и стал чудотворцем. Считалось, что он был способен чудесным образом исцелять больных. По словам священнослужителей, в православном мире Василий Великий – один из самых почитаемых святых. Дорогие братья и сестры, хочу вас поздравить с тем величайшим днем, который православные христиане радуются и молятся о том, что есть такие великие святители, как Василий Великий, который дал миру православному то учение спасительное, дающее возможность человеку участвовать в этом воскресении. Слова Божии, это основной фундамент, на котором человек соединяется с Богом. Это соединение с Богом и с Его правдой могли достигать такие великие святители, как Василий Великий, как человек, который дал православному миру и вообще всему роду человеческому своим конкретным примером, своим конкретным верованием, что действительно Христос истинный Бог наш. Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле пользовался особым почитанием у верующего народа. Частица мощей святителя Василия и поныне пребывает в Почаевской лавре. Честная глава святителя Василия благоговейно хранится в лавре святого Афанасия на Афоне, а десница его в алтаре храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Нисфа Аршба, Роберт Ломе, Абхазское телевидение.